Приветствую вас, друзья. Очередной выпуск «Лав о главном» в эфире. Мы по традиции подводим итоги минувшей недели, которая в очередной раз доказала, в Гагаузии правила политической игры меняются чаще, чем погода в мае. Наш избирательный процесс в Народное собрание уже больше полугода находится в состоянии клинической смерти. Он заблокирован судами, запутан госканцелярией и парализован взаимным упрямством. Полномочия нынешнего созыва истекли еще в ноябре прошлого года. Потом все же назначили выборы и ждали их в марте, потом в июне. Но каждый раз, как только Камрад пытается нарисовать мелом на асфальте свои правила, Кишинев достает юридический ластик. Режим постоянного напряжения стал нашей новой зоной комфорта. И вот на этом фоне глухой изоляции автономии происходит тектонический сдвиг. Пока в исполкоме традиционно упражнялись в эпистолярном жанре и писали гневные прокламации, представители примарского корпуса и некоторые депутаты решили, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И поехали в Кишинев по кабинетам. Сначала к президенту страны Майе Санду, к спикеру парламента Игорю Гросу, а на десерт назначенный проходит серия встреч с представителями Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. Что это было? Вынужденная капитуляция, бунт на коленях или прагматичный расчет? А может быть, обнаружился внезапно турецкий след? Сегодня в программе «Лав о главном» мы проведем полный рентген этих встреч и покажем, почему Камрад и Кишинев вдруг сели за один стол. Кто заказал эту музыку и кто под нее пляшет. Будет остро. Оказывается, у этой внезапной вспышки дипломатии есть очень конкретные, осязаемые, весьма любопытные причины. И первая из них – международная. Депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский предлагает посмотреть на ситуацию без розовых очков и заглянуть чуть глубже наших гагаузских региональных окопов. Возможно, за стол переговоров стороны усадила вовсе не внезапная любовь к компромиссам, а тяжелая артиллерия международной дипломатии. Почему произошло это сейчас? Выскажу свое личное субъективное мнение. Если вы обратили внимание, то президент Республики Молдова вовлеклась в этот процесс относительно недавно. И это произошло после встречи нашего президента с президентом Республики Турция господином Эрдоганом. Видимо, на самом высоком уровне была поднята проблема избирательного права в Гагаузии, и поэтому президент Республики Молдова активно вовлеклась в этот процесс. Пригласила представителей Камрада, Кишинева и Центральной избирательной комиссии Республики Молдова сесть за один стол для того, чтобы выйти из этого правового тупика. Второй момент. Вы знаете, что в конце мая будет вынесено решение апелляционной палаты в отношении главы Гагаузии. И если оно будет принято таким образом, что глава Гагаузии не сможет вернуться к исполнению обязанностей Башкана Гагаузии, то в соответствии с законом, не просто с законом Гагаузии, а национальным законом об особом правовом статусе Гагаузии, в течение 3 месяцев должны будут пройти выборы нового Башкана Гагаузии. Если мы немножко математически поразмышляем, сперва про депутатов Народного собрания. Я думаю, что в течение мая месяца будет найден консенсус, утвержден соответствующий временный регламент по проведению выборов депутатов Народного собрания. И прибавим к этому отправной точке еще около 100 дней, потому что 60 дней занимает избирательная кампания, другие процедурные вопросы. То есть примерно июнь, июль, август. В конце августа, в начале сентября, либо в течение сентября должны будут пройти выборы депутатов Народного собрания Гагаузии уже в соответствии с этими договоренностями между Камрадом и Кишиневым. Теперь возвращаемся к Башкану Гагаузии. Если в конце мая будет вынесено решение, если оно будет вот в такой форме, о которой мы с вами говорили, когда Башкан не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, после процедурных вопросов, когда решение апелляционной палаты будет опубликовано, вступит в силу, то примерно, если прибавить 3 месяца, когда должны быть организованы выборы, мы опять же выходим на август-сентябрь этого года. Поэтому возможно, что выборы депутатов Народного собрания Гагаузии и вторая избирательная кампания, выборы главы Гагаузии, они пройдут одновременно и, может быть, даже в один день. Согласитесь, версия Александра Тарнавского о внешних векторах турецкого следа в наших электоральных квестах могла бы так и остаться в разряде красивых экспертных догадок, если бы не детали, которые звучат из уст самих участников этих дискуссий. Примар села Копчак Олег Горизан в нашей студии после уточнения у главы государства пояснил, насколько реален этот международный контекст вокруг затянувшегося назначения выборов в Народное собрание. И по его словам, на самом высоком уровне этот вопрос действительно держится на контроле.
И мы задавали много вопросов и получили много ответов. То есть мы задали, в том числе вот вы упомянули о встрече президента с президентом Турции Эрдоганом, и госпожа президент ответила: да, мы общались не только на тему наших экономических взаимоотношений, то есть Турция является вторым партнером после Румынии по экономическим взаимоотношениям, мы общались там и в области сотрудничества обороны и так далее. И, конечно же, президент Турции задал вопрос: а что с выборами в Гагаузии? И вот президент хотел услышать и наше мнение. Господа примары, давайте, вот вместе, это наша маленькая страна, давайте посоветуемся, что будем делать дальше. И примары высказали свою позицию. Большинство примаров однозначно сказали: мы считаем, что выборы в Гагаузии должен проводиться Гагаузий. А вот как это сделать, это уже надо искать какие-то оптимальные варианты. То есть сегодня абсолютно большинство примаров за сохранение этих полномочий, но мы должны прежде всего посмотреть и на себя в зеркало. То есть готовы ли нынешние исполняющие обязанности руководители автономии, готовы ли они взять эту ответственность и провести выборы демократичные, равноправные, которые будут без коррупции, электоральные, там, давления там, и так далее, и так далее, и так далее. Как бы там ни было на международной арене, но в самой автономии законы физики еще никто не отменял. Если в центре образуется вакуум, его обязательно кто-то заполняет. В условиях, когда юридический клинч между ветвями власти заблокировал элементарную жизнедеятельность наших населенных пунктов, примары решили не ждать у моря погоды. Они просто собрались, упаковали свои папки с документами и поехали на прямые переговоры с центром. О том, как зарождалась эта тихая примарская дипломатия, в нашей студии рассказал примар села Дизгинжа Василий Капсамон. Несколько примаров, это молодые примары, мы собрались и думаем, что делать, потому что видите, что нам здесь жить, нам дальше работать и наше будущее. И мы приняли решение о том, чтобы в срочном порядке собрать примарский корпус для того, чтобы обсудить данный вопрос и выйти с предложением в исполнительный комитет и в народное собрание, как они видят решение данных вопросов. Потому что если они не видят решения, то мы сами подключимся в эти вопросы. И мы, молодые примары, предложили примарскому корпусу срочно собраться. И также я обратился в исполком о том, чтобы после они нас собрали. И когда мы собрались, нам, во-первых, удивительно было то, что этим не занимается исполнительный комитет, потому что это их задача собирать нас, спрашивать наше мнение, объединять нас. Но это все исходило от нас. Тогда мы приняли решение о том, что мы предлагаем исполнительному комитету, чтобы они дали свои видения по регулированию данного вопроса. Если нет, мы дальше уже сами идем и стараемся стучать в каждую дверь для того, чтобы приостановить то, что есть, и привести в нормальное юридическое русло для того, чтобы автономия дальше не теряла свои полномочия и могла нормально функционировать. Потому что сегодня Башкан избирается на 4 года, депутаты на 4 года, примары на 4 года. Но мы не должны сегодня смотреть только на этот срок, который мандат исполняет тот или иной человек. Мы должны смотреть на будущее, то, что у нас после нас останется. Исходя из этого, все 4 примара молодые, это Дизгинжа, Кангашик, Чокмайдан и Тамай, мы в этом процессе участвовали непосредственно для того, чтобы урегулировать. И вот теперь, когда примарский корпус фактически перехватил инициативу и поехал договариваться с Кишиневым напрямую, в Гагаузии тут же вспыхнул классический спор о том, кто, зачем и под чью дудку танцует. Бывший башкан Гагаузии Михаил Формузал, не стесняясь в выражениях и метафорах, в свойственной ему ироничной манере выдал, пожалуй, самый колоритный маркер минувшей недели, сравнив региональную дипломатию с танцами под чужую музыку, а глобальные права гагаузского народа с метрами тротуарной плитки. Ну и, конечно, не обошлось без традиционного упоминания спонсоров из самых экзотических сфер. Давайте послушаем эту хореографическую аналитику от экс-башкана Гагаузии. Взяли, разделили примарский корпус, разделили от депутатского корпуса. Я должен сказать, что примары должны понять одну вещь, правильно должны понять. Ваши 500 метров тротуарной плитки или ваш километр тротуарной плитки, который вы положили, ничто по сравнению с правами целого народа, его статусом автономии, полномочиями. Я знаю, что существует страх у примаров, страх проверки.
Видимо, многие там намудрили делов. И сегодня они пляшут под музыку, которую им прописали. А примар должен плясать только под музыку жителей населенного пункта. И когда я слышу, когда говорят, мне без разницы, какие деньги мне дают. Так что выходит, тебе наркобарон даст деньги, это тебе без разницы? Мне без разницы, откуда придут деньги. Ответный диджей-сет на эти упреки в плясках прилетел незамедлительно. Примар села Дизгенжа Василий Капсамон в долгу не остался и выдал свою исключительно патриотическую версию нашего регионального плейлиста. По его заверениям, большинство примаров сегодня, если под что-то и танцуют, то исключительно под местный гагаузский фолк. Правда, вместо веселых свадебных мотивов в селах автономии сейчас, судя по его словам, звучит довольно мрачный реквием по инвестициям. Из-за затянувшегося электорального клинча регион оказался на пороге грантовой катастрофы. Давайте послушаем, чья музыка в итоге громче звучит на местах и почему исполкому в этом танцевальном марафоне досталась роль глухого зрителя. Я не соглашусь с тем, что он говорит, в частности, в чем-то он и прав. Говоря о том, что примары пляшут под чью-то музыку, я хочу здесь сказать, что мы не пляшем под чью-то музыку. Мы работаем на своих местах, он работал примаром, он знает, что такое работа примара. И на нас пытаются многие сейчас и как центральные органы власти, так и региональные о том, чтобы назначив выборы, чтобы примары их провели. Но полномочия в проведении этих выборов нету примара, финансирования нету. Мы задавали вопросы. Просто сейчас региональные власти некоторые хотят, чтобы крайними остались примары. Говорив о том, что вот примары не хотят, либо еще что-то. А как примары могут провести выборы? Принимает это решение региональные власти о дате проведения. Финансирование это дают региональные власти о проведении выборов. Поэтому говорить о том, что примары пляшут по чью-то дудку. Может, кто-то и пляшет, но большинство примаров, которые сегодня есть на территории Гагаузии, из их слов, когда мы встречаемся и общаемся, я понимаю, что все примары пляшут под гагаузскую музыку, под ту, которая у нас здесь. И тем не менее, несмотря на все прорехи в законах и кулуарные игры, эксперты сходятся в одном. Эти выборы автономии необходимы как воздух, даже в таких хромых юридических условиях. Затянувшийся электоральный квест – это единственный легальный способ выйти из затяжного пике. Депутат Александр Тарнавский считает, что для Гагаузии это фактически последний шанс сбросить с себя токсичный шлейф последних 3 лет, который превратил регион в глухую, закрытую зону. И, наконец-то, удастся вернуть Камрад за стол нормальных дипломатических и политических переговоров. Поэтому я надеюсь, консенсус будет найден. Выборы депутатов Народного собрания Гагаузии будут проведены в те сроки, которые будут обозначены. И мы наконец-то получим шанс на обновление, когда в Народное собрание придут другие люди. Люди, настроенные на позитив, на сотрудничество с Кишиневым и на поиск консенсуса в разрешении тех правовых вопросов, которые есть. И самое главное, эти люди будут без того шлейфа сотрудничества с токсичным политиком Иланом Шором, из-за которых так сильно пострадала автономия. То есть в конечном итоге главным бенефициаром этих изменений, то, что начали искать компромисс, станут люди, жители нашей Гагаузии, которые смогут воспользоваться своим фундаментальным правом избирать и быть избранными. Друзья, такой была минувшая неделя в зеркале гагаузской политики. Музыка сыграна, плейлист объявлен, а вот по чьи мотивы в итоге будут назначены и проведены выборы в Народное собрание, мы увидим уже очень скоро. Вы смотрели программу «Лав о главном», и с вами была Наталья Димча. Следите за нашими публикациями, смотрите нас, читайте, слушайте. У нас каждая новость проходит фильтр аналитики, иногда с долей иронии. Думайте, анализируйте и, главное, не позволяйте никому заказывать музыку для вашего будущего. Благодарим вас за внимание, всего доброго, берегите себя.